Накормила голодного незнакомца, а в благодарность была ограблена. На 86-летнюю сердобольную пенсионерку напали в ее же подъезде на улице Шамиля Усманова. С нападавшим она познакомилась неделю назад. По словам пожилой женщины, она покупала мужчине еду и даже предложила ему ночлег, когда тот попал в трудную ситуацию. Отплатил он ей нападением и оставил без денег. Обо всем по порядку. Елена Веселова. Случайно знакомство неделю тому назад. Человек попросил поесть. Я, говорит, очень голоден. Сделав доброе дело, 86-летняя Рима Амурская даже не подозревала, чем впоследствии обернется для нее это случайное знакомство. Он рассказал, что зовут его Лева, что ему 42 года, поведал и о своей нелегкой жизни. Мол, жена недавно свела счеты с жизнью, была наркозависимой. Мать доживает последние дни в больнице, страдает тем же недугом. Сам же живет рядом, но ночевал на улице, потерял ключи от квартиры и не может попасть домой. Это и стало поводом дойти вместе до квартиры пенсионерки. У нее на этаже висит объявление с номером телефона мастера по вскрытию замков. А он говорит, ты пусти меня на ночь, а то я страшно замерз. А я ему говорю, у меня пакеты на полу. Если будешь спать на полу, на пакетах. Он так это посмотрел, скривился, ушел. Думаю, баба с обозу, кобыле легче. Вот только спустя время мужчина вновь вернулся к пенсионерке, предлагал помочь вынести мешки с мусором из квартиры. Еще тогда женщина обратила внимание, что одет он по-другому. Запомнила, но значения не придала. Я ему говорю, где же ты успел сменить-то? Ты же в квартиру свою попасть не можешь. А он говорит, а это мне товарищи друзья дали. Думаю, ничего себе у друзей запас штанов на любые размеры. От помощи женщина тогда отказалась, но возражения ее новый знакомый слышать не хотел. Он рвется, этот Лева, якобы Лева на самом деле, или Нурцен какой-то. Рвется в квартиру. Я говорю, в квартиру я не пущу. Вернулся он вскоре и уже не один. Компанию ему составили еще двое мужчин, чтобы быстрее спустить ненужные вещи в сарай в подвале дома. Мужики-то вторые представили, что они из ЖКО. Он, главное, а я говорю, а документы? Он вынул и говорит, вот. Я говорю, так ты открой, покажи, что внутри-то. А что ты мне корочки показываешь? А он говорит, нам не разрешается. Мужчины предложили женщине спуститься в подвал первой. Ее аргументы о медленной ходьбе их не убедили. В итоге Рима Шагитовна начала спускаться по лестнице, оставив позади себя троих незнакомцев. Я пошла первой, и вот в это время они на меня и навалились. Один держал сзади, вот, руки держал. А другой голову начал откручивать. Я им говорю, берите, только не убивайте. Они вот рвались этот вот мой шейный кошелек снять. Особенно обидно женщине еще из-за того, что никто из соседей не пришел на помощь. А я кричала, грабят, я кричала. И убивает. Вот когда голову начал крутить. В кошельке у пенсионерки было чуть меньше 4000 рублей. Эти деньги она только-только сняла в банке. 3 800. Я 3 сегодня взяла в банке. Хотел 10, Бог миловал. Размер добычи нападавших не устроил, и они прихватили с собой ее банковскую карту. Вызвать полицию сразу не смогла. Телефон выпал из рук и разбился. Вышла на улицу, встретила соседей, но помочь они тоже не спешили. Женщина идет. Я говорю, вы добрый человек. Она говорит, она ничего не говорит. Я говорю, дайте мне возможность позвонить в милицию. Меня только что ограбили. Ага, она вскоре от меня. Стражи порядка вызвала сама, когда ей помогли собрать телефон. Подозреваемые находятся в розыске. По крайней мере, одного из них женщина уже опознала по фотографии. Елена Веселова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.